Добрый день, коллеги. Меня слышно, видно. Очень рада приветствовать всех на вебинаре, посвященному самому, мне кажется, сложному уроку в рамках дистанционного обучения, а точнее организации урока физической культуры в дистанционном режиме. Коллеги, потому что, с моей точки зрения, действительно очень сложно организовать урок физической культуры именно в дистанционном режиме, потому что, научим мы ребенка истории, покажем, где прочитать, каким образом посмотреть, поможем ему научиться писать даже сочинения по русскому языку, решать задачи по математике, а вот с точки зрения физической культуры очень много возникает вопросов, каким образом мы можем это организовать. И, коллеги, сразу в самом начале хочу сказать, что я сегодня вам расскажу только теоретические аспекты этой проблемы. И если у кого-то из вас уже есть опыт работы, такой работы, то, пожалуйста, делитесь, будем рады вашему опыту, транслировать ваш опыт. Поэтому давайте начинать. По мере возникновения ваших вопросов я буду стараться на них отвечать. Если вопросов будет очень много, то я, соответственно, в конце вебинара остановлюсь на них и буду рада на них попытаться, во всяком случае, ответить, потому что, действительно, специфика этого предмета, она сложна. В чем основные сложности? Сложности возникают в первую очередь с тем, что очень мало, то есть незначительная у нас, к сожалению, на сегодняшний день методическая поддержка педагогам, практикам, организаторам педагогического взаимодействия в дистанционном формате по предмету физическая культура. Кроме того, фактически на сегодняшний день я, во всяком случае, когда готовилась к этому вебинару, общалась с коллегами, я не увидела каких-то сформированных методических рекомендаций по работе педагога с родителями в организации дистанционного обучения. Поэтому я сейчас попробую вам продемонстрировать основные направления и давайте начинать. Итак, смотрите, условия проведения дистанционного обучения. Фактически проводить занятия в дистанте можно через специальные платформы для проведения онлайн-занятий. Павел, мы уже начали минуты 3 как. Перезапуститесь, пожалуйста. Итак, смотрите, у нас есть платформа Zoom. Одна проблема в том, что эта платформа дает, во-первых, только 40 минут бесплатно. После этого либо вы доплачиваете за контент, поддержку контента, либо же оно вас выкидывает. Вторая проблема заключается в том, что платформа Zoom ограничена по количеству подключений, одновременных подключений. Поэтому, опять-таки же, небольшие сложности. Платформа Moodle хорошая платформа, да, будет доступна для скачивания. Платформа Moodle доступная, понятная, и Институт развития образования, и если вы в Институте развития образования, в Коммерческо-американском институте развития образования проходили курс повышения квалификации, то вы уже с ней работали, вы понимаете, что ребенок должен зарегистрироваться, и после этого ему открываются определенные курсы, вы туда выкладываете определенные теоретические материалы, можете видео подгружать, какие-то документы и так далее, ребенок с ними знакомится, выполняет, смотрит и так далее. Ну, то есть, тоже возможно. Кроме того, мы говорим о том, что во время презентации или проведения онлайн-занятия можно использовать видеохостинг YouTube. Вы все его прекрасно знаете, поэтому я на нем останавливаться не буду. На этом сайте представлено очень много видеороликов с примерами занятий по физической культуре, с примерами занятий различными видами спорта, поэтому можно анализировать матчи, можно анализировать много чего. Коллеги, если у вас не работает что-либо, пожалуйста, перезапуститесь. Денис Васильевич будет. Приятно видеть коллег. Итак, секундочку, я прошу прощения у тех, кому все слышно и видно.
Так, коллеги, если у вас что-то не видно и не слышно, перезапуститесь. Пожалуйста. Итак, я рада, коллеги, кто меня слышит, кто видит, все здорово. Те, кто не видит и не слышит, пожалуйста, прочитайте чат. Итак, YouTube. Фактически все вы его знаете, и я знаю, что на некоторых уроках физкультуры вы его показываете, пользуетесь этим ресурсом, поэтому сложности не должно возникнуть. Ну и, конечно же, у нас есть платформы для самостоятельной работы. Это Российская электронная школа, это Московская электронная школа. Поэтому, собственно говоря, там ребенок заходит, смотрит урок, может быть, что-то выполняет параллельно. Соответственно, коллеги, вы с этими ресурсами, особенно с двумя последними, РЭШ, он доступный для всех школ Республики Коми был. Московская электронная школа открывала свои ресурсы только для пилотных площадок, поэтому попробуйте посмотреть эти ресурсы, они сейчас открыты, они доступны. Ну и интернет-уроки у нас тоже как-то никто не отменял, да, поэтому фактически то, что теоретически дети могут узнать, и вы уже с этим работали, когда ребенок либо на справке у нас не может заниматься физической культурой, либо удаленно, когда он на больничном и так далее, поэтому эти моменты вам уже известны. В данном случае хочется сказать о том, что, посмотрите, самое что сложное, с моей точки зрения, поправьте меня, если я не права, это организовать пространство для занятий физической культурой и инвентарем дома, дистанционно. То есть одно дело, когда дети пришли в спортзал, либо на оборудованную площадку, другое дело, когда дети занимаются этим дома. И поэтому организация пространства для занятий физической культурой и инвентарь должны соответствовать технике безопасности. Так как обучение в домашних условиях подразумевает под собой ряд определенных пространственных и иного рода ограничений, выполнение упражнений с оборудованием снижается до минимального, за исключением наличия на занятиях, может быть, какого-то гимнастического коврика или альтернативной ему замены. В данном случае должны предупредить, что не на паркетном полу, да, не подстилая ничего, мы выполняем определенные кувырки и так далее. Поэтому, пожалуйста, просмотрите, сейчас будет несколько слайдов, которые посвящены технике безопасности, правилам техники безопасности при занятии физической культуры на дому. Посмотрите, если будут возникать какие-то вопросы, комментарии, то, пожалуйста, пишите. Итак, смотрите. Пространство для занятий физической культуры. Вводное положение. Во время проведения занятий по физической культуре необходимо исключать возможности травм при падении на неровной поверхности. Понятное дело, что травмы при нахождении на безопасном расстоянии от мебели и бытовых приборов. Все мы прекрасно с вами знаем, особенно женская половина человечества, когда мы занимаемся дома различными видами, скажем так, аэробики и других физической нагрузки, то, соответственно, там махи ногами, руками или нас иногда приводит к тому, что пространство у нас все-таки не спортивный зал, а приводит к тому, что там стукнулись об шкаф, там об табуретку, об стол или еще обо что-то. Поэтому вот эти моменты нужно с детьми проговорить о том, чтобы посмотрите, попробуйте, не будете ли вы там чего-то дотрагиваться. Далее, травм вследствие плохой разминки. Одно дело, когда у вас ребенок на уроке, вы можете это проследить. Другое дело, когда ребенок в дистанции, и вы не видите. Коллеги, Денис Васильевичу кто-нибудь продублируйте, пожалуйста, что надо просто перезапуститься. Странно. Итак, в любом случае, коллеги, даже если у вас что-то не работает сейчас, вы сможете посмотреть видеозапись этого. Спасибо, Павел. Вы сможете посмотреть видеозапись этого вебинара в видеозале Института развития образования, и там же его сможете скачать. Итак, травмы в ходе несоблюдения правил проведения подвижных игр в домашних условиях. Итак, коллеги, то есть вот эти моменты вы должны проговорить и с обучающимся, и с родителями. Далее, до начала занятий, то
понятное дело, что перед каждым занятием вы проводите какой-то инструктаж по технике безопасности, но тем не менее. Тут мы будем говорить о том, что ребенок, в любом случае, это оговаривается опять-таки же и с родителями, и с обучающимся, что для занятий физической культурой необходимо в любом случае переодеться в спортивную обувь и форму, необходимо с себя снять все украшения, предметы, представляющие опасность, это браслеты, перстни, ремни, то, за что можно было бы где-то загрузиться и где-то зацепиться или где-то чем-то себя травмировать, поцарапать и так далее. Поэтому одежда должна быть свободной, не стеснять движения обучающихся, ну и, соответственно, вот какие-то моменты, те, которые вы проговариваете в зале, здесь они тоже должны быть оговорены. Кроме того, пожалуйста, обратите внимание о том, что ученики должны ознакомиться с видеоматериалами или конспектами занятий перед тем, как переходить на конкретное уже выполнение данного занятия. Во время занятия у нас, собственно говоря, правил чуть побольше. Необходимо, во-первых, безукоризненно выполнять инструкции и рекомендации учителя по безопасности при проведении занятий. Каждое занятие необходимо начинать с разминки и заканчивать заминкой. В любом случае запрещается выполнять прыжки, вращения, подскоки. Коллеги, я бы даже вам рекомендовала, в любом случае презентация будет доступна. Вы можете вот эти слайды взять и просто транслировать обучающимся перед каждым занятием, чтобы они у вас были заставкой, чтобы дети могли себе регулярно напоминать о том, как они должны организовывать занятия. Но вы видите о том, последний пункт, что при ухудшении самочувствия во время занятия незамедлительно прекращается занятие. При этом учителю сообщается дистанционно, если в онлайн-режиме, соответственно, ребенок должен что-то написать, или ребенок, или тот, кто рядом с ним находится. Если в офлайн-режиме, то... Спасибо. Если в офлайн-режиме, то, соответственно, ребенок должен написать учителю о том, что вот при выполнении такого-то задания, соответственно, можете, вот произошло то-то, 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 такая небольшая история того, что произошло, и, соответственно, чтобы учитель мог уже каким-то образом реагировать на это. Далее, и, конечно же, после окончания занятий ученики моют руки с мылом, вы про все это проговариваете и, соответственно, переодеваются в повседневную одежду и обувь. Это элементарные правила. Напоминаю, что вы можете фактически эти слайды загрузить на постоянку, чтобы перед каждым уроком физической культуры в дистанционном режиме дети их видели, вспоминали и говорили. Итак, далее, посмотрите, у нас есть определенная, в связи с режимом самоизоляции, следует увеличить количество занятий в домашних условиях. Но так как самоизоляция подразумевает под собой нахождение в режиме карантина на дому, а в данной ситуации обучающиеся маломобильны, коллеги, давайте я попробую ответить на ваши вопросы после презентации, потому что тяжело, я отвлекаюсь на вопросы, я пролистаю все вопросы и буду по ходу на них отвечать, потому что так иначе я сбиваюсь с мысли. Спасибо. Итак, мы говорим о том, что дети у нас с вами находятся дома, и в соответствии в таблице 1 представлено рекомендуемое количество занятий физическими упражнениями, среди которых онлайн-уроки, проводимые педагогом, утренняя какая-то гимнастика, как вариант, самостоятельные занятия физическими упражнениями под наблюдением родителей, характер, структура
И содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями предлагается педагогам физической культуры или тренерам, и если обучаемый занимается в спортивной секции. Соответственно, длительность занятия определяется педагогом или указано в рекомендациях к самостоятельным занятиям. Посмотрите, действительно занятий достаточно много. Фактически утренняя гимнастика, видите, она рекомендуется ежедневно. Для чего? Мы говорим о компетентности формирования здорового образа жизни, соответственно, повышение иммунитета и так далее. Поэтому утренняя гимнастика, особенно в сложившейся ситуации, мне кажется, будет очень уместна. Далее. При этом все вы прекрасно знаете о том, что как раз, наверное, даже отвечая на вопрос одной из коллеги, вот в данной таблице представлены двигательные задачи, которые в соответствии с физиологическими возрастными особенностями и условия домашнего пространства рекомендуются для занятий физическими упражнениями. И даже вот эти занятия, они наиболее, то есть вот эти рекомендации, они наиболее целесообразны, исходя из возможностей обучающихся и тех задач, которые у нас, тех планируемых результатов, которые у нас зафиксированы с вами в основной образовательной программе и в рабочих программах учебных предметов. Итак, смотрите. Мы говорим о том, что если это младший школьный возраст, то это совершенствование естественных двигательных действий. Это ходьба, бег, прыжки, лазание. То есть, посмотрите, на одном уроке целесообразно решать не более 2-3 задач. Понятно, что прыжки, мы говорим, мы их стараемся ограничить, потому что в любом случае мы с вами все живем в пространстве, в основном в своем большинстве живем в пространстве многоквартирных домов, соответственно, у нас есть соседи и сверху, и снизу, и я так понимаю, что нашим соседям снизу навряд ли понравится, если мы будем прыгать в длину. Но, коллеги, у нас есть, во-первых, различные, например, гимнастические маты, если таковых нет дома, то есть ковры, дорожки, там, туристические коврики, которые сглаживают звук, скрадывают звук. Соответственно, если мы это делаем в обуви, либо вот какие-то приспособления, наверное, тоже как вариант поможет. Ну и вы видите, что скоростно-силовые характеристики для старшего школьного возраста. В данном случае мы говорим о том, что методической основой педагогической деятельности являются принципы и правила. И если мы говорим про общепедагогические принципы, то, во-первых, это компетентностный подход к образованию, и что позволяет ориентировать целеполагание занятия на формирование и развитие умений и навыков обучающегося. Если мы говорим про специфические принципы, то здесь, конечно же, необходимо, во-первых, соблюдать возрастные, индивидуальные, физические и функциональные особенности обучаемых. Во-вторых, постепенное увеличение физической нагрузки в течение дистанционного периода обучения, потому что все мы прекрасно понимаем, что у нас дети фактически уже как минимум месяц не занимались физической культурой. И не знаем уровень физической нагрузки детей дома, поэтому это тоже необходимо учитывать. И, конечно же, систематичность занятий физическими упражнениями. То есть точно так же, как и на уроке мы в режиме школьной жизни фиксируем, кто пришел, кто не пришел на урок. Соответственно, здесь мы то же самое, точно так же фиксируем, кто был на нашем занятии, кого не было, и, соответственно, выясняем у родителей причину, почему и что произошло. И, конечно же, в данном случае, в дистанционном обучении все коллеги говорят о том, что сложнее всего это разнообразить, сложнее всего это удержать мотивацию обучающихся к занятиям физической культуры. И здесь основная ваша задача – это поможет вам, наверное,
В данном случае мы говорим, наверное, еще о том, что необходимо для повышения мотивации использовать разнообразные формы и методы занятий, и тогда, конечно же, различные формы контроля над разными аспектами их выполнения. И, соответственно, сейчас я остановлюсь, позволю себе остановиться на именно формах организации дистанционного обучения. Коллеги, очень приятно видеть знакомые фамилии, ну, лица, громко, наверное, сказано, да, но тем не менее очень радует, что очень много знакомых коллег слушают мой вебинар. Надеюсь, что он вам будет полезен. Итак, смотрите, в режиме дистанционного обучения возможны разнообразные формы проведения взаимодействия педагогов и учеников. Я постараюсь рассмотреть несколько основных. Во-первых, это уроки физической культуры в режиме онлайн. Такой урок, сохраняя структуру урока физической культуры, общее время может быть распределено на всю неделю. Например, 2 урока физической культуры 90 минут, 2 дня по 20 минут и 5 дней по 10 минут. То есть растянули на всю неделю. Либо же 2 урока по 45 минут, как вы хотите. Урочное время распределяется на 7 дней, 2 из которых 10-минутная теория и 10 минут практики. Остальные 5 дней – это 10-минутные практические занятия. Практические занятия могут выполняться с непосредственным контролем учителя, либо самостоятельно, но в данном случае мы говорим о том, что необходимо, в любом случае, если ребенок самостоятельно выполняет задание, то, соответственно, он должен предоставить вам либо видео, либо фотоотчет о выполнении, самостоятельном выполнении этого задания. Причем теоретические занятия – это подкасты или видеоролики с коротким тестированием в конце. Ну а самостоятельное блог-занятие – это письменный анализ, например, энергозатрат и питания в течение дня. Можно даже там конкурс устроить, например, устроили там анализ энергозатрат, вид деятельности, сколько потрачено, время выполнения, затраты на 1 килограмм и так далее, и сколько потрачено. Ну, либо продукты, считаем, сколько продуктов мы съели, какая у них калорийность, количество в граммах и так далее. Во-вторых, это ежедневные домашние задания. Например, смотрите, первое задание – это придумать 3 упражнения на определенную группу мышц в домашних условиях, используя любые подручные предметы. В данном случае можно даже посмотреть мониторинг функциональной грамотности, креативность, креативное мышление. Там одно из заданий как раз-таки связано с физической культурой. Там ребенку предлагается креативность мышления обучающегося, проверяется следующим образом. Ребенку предлагается определенный набор инструментов. Секундочку, я попробую найти вам сразу ссылочку для того, чтобы вы могли посмотреть конкретно, параллельно с ifmstrau.ru. Сразу выйду на креативное мышление для 5-го. Копировать в чат. Я вам сейчас вставлю ссылочку, посмотрите. Там одно из заданий, особенно вот если мы посмотрим диагностическую работу для обучающихся 5 классов, одно из заданий, не сюжет для спектакля, а второе задание. Изобретаем соревнование. Придумайте новый вид соревнования. Соревнование должно быть на прохождении дистанции на время и оригинальными, такими, каких еще не было, с новыми правилами, в которых снаряжение используется необычным образом. Опишите коротко придуманные соревнования и так далее. То есть вот если вы по этой ссылке посмотрите задание для 5 класса, то вы увидите, как один из вариантов домашнего задания. Второй вариант домашнего задания – это, например, упражнение дня. Как вариант, опять-таки же предлагаем детям пример отжимания с отягощением.
и номинации, там, креативность, лучшая техника и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, устраиваем какой-нибудь конкурс. Особенно это, мне кажется, будет интересно обучающимся начальной школы и, ну, класса там до 7-го. Почему нет? Ну и, может быть, обучающиеся 10-11 классов, им это будет, знаете, как-то в новинку, интересно, пользуясь сленгом, прикольно. Поэтому почему бы не попробовать? Ну и, конечно же, более серьезный вид деятельности – это проектная деятельность. Вы видите, что данная работа направлена на формирование теоретических знаний. И в данном случае мы говорим о том, что выходим на новый метапредметный уровень. Тематика проектов может быть разнообразна, составлена на основе межпредметных интеграций, но и также темы для проектов можно найти в повседневной деятельности обучающихся, в искусстве и так далее. Поэтому посмотрите. Далее. Это первая форма работы, урок физической культуре в режиме онлайн. Следующая форма работы – это, например, челленджи в социальных сетях. Например, соревновательная форма предполагает публикацию результатов действий за определенный период. Нужно определить основную цель и назначить какую-то награду. Причем награда может быть не какая-то вот весомая, она может быть просто награда ради награды, да, вот чтобы вот она была какая-то вот мифическая, там, не знаю, шоколадку в конце концов получишь, как вариант. Без разницы. Далее, или ты там будешь признан самым, там, не знаю, лучше всех отжимаешься, лучше всех приседаешь и так далее. Далее, это, конечно же, кейс-технологии, которые имеют назначение формировать умения в определенной ситуации. Кейсами могут стать, например, ситуация с подбором комплекса физических упражнений. Задается какая-то вводная часть, ну, например, там весна, девушки пытаются похудеть, да, там вот определенный рост, вес, и мы же знаем прекрасно соотношение идеальных, вот, якобы, да, с точки зрения здоровья как минимум, пропорции. И, соответственно, что девушка должна делать, там, и либо мы составляем ей комплекс упражнений, либо даем рекомендации. Далее, либо, например, там, молодой человек хочет там бицепсы, трицепсы накачать себе, почему нет? И, соответственно, ребенок продумывает это. Понятное дело, что в данном случае он будет использовать какие-то подручные средства, способы поиска информации. Поисковики никто не отменял, но, тем не менее, ребенок хотя бы погрузится в эту ситуацию, начнет задумываться, начнет прорабатывать. И в данном случае, когда мы используем кейс-технологии, очень хорошо как раз спросить у детей, что же им интересно и чего же они хотят. Поэтому, может быть, ребенок, заинтересовавшись этой тематикой, также, потому что она личностно ориентирована будет больше погружаться. Кроме того, дискуссионные клубы, коллеги, дети наши все в пространстве интернета, так давайте его использовать таким образом, чтобы он приносил пользу и нам с вами. То есть о чем мы говорим? Предполагает формирование сообществ, объединенных общими интересами. За здоровый образ жизни, там, не знаю, занятия волейболом, еще чем-то, еще чем-то. То есть пусть дети попробуют себя, дети попробуют себя вот в этой клубной деятельности. Что я здесь подразумеваю? В качестве диспутов выступают темы из области физической культуры. Клубные сообщества готовят выступления по определенной тематике, исходя из ваших требований. Соответственно, вы же управляете диспутом, и вы определяете время выступления, количество спикеров, примерную структуру выступления. И этот дискуссионный клуб можно выложить, фактически у нас есть с вами, опять-таки же тот же самый Zoom. Если вы ограничите время до 40 минут, а вы уложитесь в это время, поверьте мне, потому что наши дети, они слабоговорящие, да, еще, коммуникативные навыки у нас, к сожалению, в основном в большинстве страдают. Либо же мы уходим в пространство Teams, Skype, WhatsApp, то есть как бы, WhatsApp тут нет, конечно, Teams, Skype, который помогает нам различные варианты рассматривать взаимодействия. Далее уроки физической культуры с использованием домашней утвари. Это занятия, на которых используются предметы быта в качестве спортивного инвентаря.
На этапе контроля можно предложить обучающихся защитить свою собственную идею занятия физическими упражнениями с различными предметами. То есть, например, бутылка с водой, веником, там, полотенцем, шваброй, всем чем угодно. Но понятное дело, что для отжиманий мы с вами не для отжимания, а для пресса мы, как правило, используем там сподручные средства, шкаф, да, кровать, диван, у кого как. Да? Но нужно как-то подать таким образом, ребенка заинтересовать. А вот почему именно вот этот предмет утвари, а не другой? Ну и, конечно же, без видеоконкурсов. То есть все формы, которые я вам сейчас называю, призваны, основная их идея – это привлечь, замотивировать обучающихся, изучать, заниматься физической культурой дома. Ну и видеоконкурсы, например, «Самая спортивная семья», потому что мы все прекрасно понимаем, что в условиях самоизоляции дети находятся дома со своими родителями. И поэтому мы говорим о том, что нужно вовлекать всю семью, то есть воспитательный момент тоже здесь, конечно же, мы включаем. Семья не только контролирует, родители не только контролируют, правильно ли выполняет ребенок то или иное упражнение, но еще и может с ним подключаться. Кроме того, и сегодня на пресс-конференции Сергей Сергеевич Кравцов, это министр просвещения Российской Федерации, озвучил такую проблему, что есть семьи, в которых, мы все, в принципе, ее знаем, но уже ее озвучили и на уровне Министерства просвещения. Во многих семьях ситуация складывается таким образом, что, например, компьютер у нас один, обучающихся несколько, и им нужен доступ вот к этому пространству. Поэтому почему бы не воспользоваться вот и этой возможностью, также позаниматься всей семьей. Но при этом там, например, видеоконкурсы вы можете абсолютно разные, там тренировка с диванной подушкой, там, не знаю, комплекс утренней гимнастики, как не вспомнить тут песенку Высоцкого. Ну и то, о чем я уже неоднократно сегодня говорила, это то, что в любом случае при организации дистанционного обучения по физической культуре с обучающимся необходимо наладить контакт или установить контакт с родителями. Потому что занятие физической культурой – это очень травмоопасно, и вот эту мысль необходимо донести в первую очередь до родителей детей. В данном случае в период самоизоляции родители проводят все время в контакте со своими детьми. Педагог должен направить деятельность родителя на достижение задач, в том числе и физического воспитания в семье, на помощь и поддержку в работе в организации физической активности обучающимся. Фактически можно выделить 3 основные направления работы педагога с родителями. Во-первых, это онлайн-собрание, либо видеообращение, либо вот таким вот способом через ProofMe, бесплатная платформа, где вы можете параллельно вести чат, вы можете настраиваться, вы можете подключаться. Здесь есть возможность обратного видео, то есть я могу просматривать, если кто-то из вас подключится. Просто эти все настройки выставляются в самом начале. Ну, даже, коллеги, вот тот формат, когда вы вещаете, а родители вам могут в чате задавать вопросы, либо какие-то свои комментарии, он тоже достаточно продуктивен в режиме общения здесь и сейчас. Поэтому почему нет? И здесь, опять-таки же, вы родителям должны проговорить требования к внешнему виду обучающихся, требования техники безопасности, каким образом работать с инвентарем в домашних условиях и, собственно, важность мотивации ребенка занятием спорта. Потому что родители бывают разные, мы все это с вами прекрасно знаем. Кроме того, посмотрите, мы говорим, вторая форма взаимодействия – это мотивация совместной деятельности родителей с детьми. Это могут быть онлайн-консультации, как групповые, так и индивидуальные. Это могут быть какие-то задания, это участие в конкурсах, внутриклассных, внутри, там, не знаю, школьных, без разницы. Ну и, конечно же, в идеале, и мы говорим о том, что вот эта ситуация с коронавирусом нас к этому готовит и выявила проблемы, в том, что у нас нет курса лекций и практик для родителей по вопросам физического воспитания в условиях домашнего или дистанционного обучения. К сожалению, если по отдельным предметам у нас хотя бы наработан хоть какой-то пласт,
то в конце марта, начале апреля месяца, проанализировав сложившуюся ситуацию, коллеги с других образовательных организаций, даже, я бы сказала, с других регионов Российской Федерации признали, что на сегодняшний день это слабо разработанный с точки зрения методики аспект. Поэтому вот мы с вами стоим фактически у основ создания дистанционного курса по физической культуре и на наших с вами плечах. Почему наших? Потому что Институт развития образования не отказывается, мы готовы оказать методическую поддержку. В этом лежит огромная ответственность. Итак, с родителями поговорили, с детьми позанимались. Теперь, конечно же, нам нужно каким-то образом контролировать дистанционное образование. Итак, контроля у нас с вами, причем контроля у нас с вами две формы. Мы должны проконтролировать, как ребенок усвоил теоретическую часть. Но здесь вроде как все просто. Есть анкетирование, тестирование, онлайн-беседы, наблюдения. Можем попросить написать эссе, реферат, там, конкурсные проекты, презентации, все что угодно. Далее, практическая часть. Посмотрите, здесь мы говорим о том, что у нас с вами есть мониторинг, например, выполнение обучающимися пробы РУФье для оценки работоспособности сердца и так далее. Педагогическое тестирование, например, выполнение контрольных упражнений, возможно, в условиях квартиры. То есть либо ребенок это делает перед камерой, либо кто-то его записывает, либо вы через Skype каким-то образом общаетесь. Фото-видеоотчет. Ну и, конечно же, дневник самоконтроля. Я знаю, что некоторые педагоги уже пользуются этим дневником и очень успешно. Фактически. Ну и, соответственно, конечно же, можно пользоваться и им. Ну и посмотрите, как пример я привела контрольные качественные показатели уровня физической культуры ребенка младшего школьного возраста. Это владение основами техники и тактики различных спортивных упражнений, приемов и действий. То есть мы просто должны знать, каким образом это происходит. Ребенок должен знать и, соответственно, мог бы привести вам пример. Далее, умение самостоятельно провести утреннюю гимнастику, культ-паузу или физминутку, да, индивидуальное тренировочное занятие по определенной методике, ну и знания, в первую очередь, знания основных правил проведения самостоятельного тренировочного занятия, приемов элементарного контроля своего физического состояния. Коллеги, отвечая, вот фактически это для весь теоретический материал, которым бы я хотела с вами поделиться. Кроме той ссылочки, которую я вам дала, я бы хотела вам представить еще два ресурса. То, о чем я вам говорила, Московский городской университет фактически на сегодняшний день это первый университет, который попытался разработать для вас, для педагогов физической культуры и спорта, некоторые методические рекомендации по организации занятий физической культурой в дистанционном образовании. И даже разработал варианты различных заданий. Поэтому посмотрите, попробуйте, соответственно. Кроме того, у нас с сегодняшнего дня заработала новая платформа «Моя школа в онлайн», где все уроки 4-й четверти по всем учебным предметам обучающихся первых 11 классов будут доступны детям в режиме онлайн. Кроме того, еще одна радостная новость, это то, о чем сегодня нам также говорил Сергей Сергеевич Кравцов, это то, что, коллеги, вот это «Моя школа в онлайн», и, наверное, сейчас я сниму ряд вопросов, она будет функционировать не только и не столько в онлайн-режиме, то есть посредством интернета, да, она работает уже сегодня, и ряд предметов там выложены, но она точно так же будет, Министерство просвещения Российской Федерации уже имеет договоренность с телеканалами о том, что будет проходить через телевидение, будет проходить онлайн, будет проходить трансляция уроков.
То есть фактически ребенок садится, есть определенное расписание, как телепрограмма у нас с вами есть. Ребенок будет знать, когда, какой предмет, по какому каналу. Он садится, его и смотрит, изучает самостоятельно. Наша задача, тут уже будем говорить о именно контроле и о практической части. Теоретическую-то ребенок узнает. Ну, кроме того, вот эти две платформы. Кроме того, есть различные платформы, такие как интернет-урок, где мы говорим о том, что там тоже есть уроки по физической культуре, то есть теоретическая часть хотя бы там подобрана, остается проблема с практикой. И на слайде я оставлю как раз свои контакты. Я оставлю свои контакты. В любом случае, если у вас возникают какие-то вопросы, то, пожалуйста, обращайтесь. Номер телефона представлен. Даже сейчас, когда мы работаем в дистанционном режиме, в рабочее время телефон переадресуется на мой личный сотовый, поэтому милости просим. Теперь я позволю себе задать несколько, в смысле ответить на ваши вопросы. Да, коллеги, презентацию можно будет скачать, она будет выложена под вебинаром в видеозале Института развития образования. Кроме того, я бы вам порекомендовала посмотреть вот этот ресурс. На сайте Института развития образования мы подготовили для вас методическое сопровождение дистанционного обучения. Далее, сертификаты будут вам высланы автоматически на адрес электронной почты, который вы указали при регистрации. Поэтому, Галина, я свяжусь сегодня с модератором. Свяжусь с модератором и вам тогда отвечу на ваш вопрос. Теперь давайте посмотрим, какие еще здесь вопросы. Тут прям вот красота. Коллеги нашли друг друга. Начали общаться. Денис Васильевич, думаю, надеюсь, что у вас все получилось. Как и у ваших коллег. Так, какие еще были вопросы? Как руководитель РМО. Так. На вопрос Татьяны, а ничего, что у нас в программе на эту четверть стоит легкая атлетика, в основном прыжки, бег. Как с этим и как с выполнением программы быть? Хороший вопрос, потому что действительно есть моменты по несоответствия программ. В любом случае, я так понимаю, что мы реализуем те модули, программы, которые мы можем. И, наверное, несколько адаптируем программу под современные условия. Я так понимаю, что в связи со сложившейся ситуацией вот это вот выполнение программы, в частности, дидактических единиц, будет вполне объяснимо, да, что мы одни дидактические единицы заменили другими. Тем более, смотря про какой класс мы говорим, и если есть возможность, то на уровне мы же с вами можем поменять дидактические единицы, потому что у нас ведь требования к уровню образования, а не по годам. Так, ну и перезагрузиться попробовали. Прыжки в высоту, да, коллеги. Мне жалко соседей ваших детей. И что у нас еще? Для СПО, Дмитрий, я знаю, что фактически тот же МПГУ разработал на сегодняшний день ряд рекомендаций. Тот сайт, который я вам показывала, ряд рекомендаций, Московский городской университет, ряд рекомендаций, в том числе и для СПО, поэтому посмотрите, и мне кажется, что-то там вы тоже найдете. Но на сегодняшний день сразу скажу, что вот такого варианта очень-очень мало.
Так, ну что, коллеги, все работает, все здорово. Скачать презентацию сказала. Приветы все друг дружке передали. Так, рекомендуемое время для онлайн-урока 30 минут, начальная школа 25. Вы говорите про 45. Так сколько же минут должен идти урок? Коллеги, как мы говорим, что тот материал, который я вам тот вариант, который я вам предлагала, что 90 минут мы делим вообще на 7 дней. Там по 10 минут, по 15 минут. Тут я оговорилась, по 45, 2 урока по 45 минут не может быть, поэтому я прошу прощения. Так, ну и коллеги. На платформах 30 минут урок онлайн не всегда, иногда и короче, иногда бывает 5-7 минуточек. Например, интернет-урок посмотрим, там до 10 минут. Коллеги, поэтому и последний вопрос от Екатерины Николаевны, он наиболее, мне кажется, злободневен. Почему? Кто будет отвечать за полученные травмы дома, учитель физической культуры? В данном случае, коллеги, для того, чтобы обезопасить себя, я бы вам порекомендовала следующее. У нас есть с вами различные, например, Google формы. Я не знаю, сколько это разрешено, не разрешено, но тем не менее. Разные платформы позволяют нам различные формы организации дистанционного обучения. Если мы говорим про, например, Teams, то вы можете создавать беседу, и там вначале вы выкладываете, например, правила техники безопасности и, соответственно, просите, чтобы все родители, которые ознакомлены, поставили там «согласен», просто написали слово. Если родители обучающихся поставили это слово, там «согласен», «не согласен», «ознакомлен», «не ознакомлен», тогда это, собственно говоря, уже зона ответственности. Если вы все сделали правильно, то есть если вы озвучили требования техники безопасности, если вы, родители, подписали под этими требованиями безопасности, если вы подписали ребенка, а ребенка мы точно так же можем подписать с этими требованиями безопасности, и, соответственно, если, не дай бог, случится какая-то травма, то тут уже вопрос будет к тому, кто сопровождает. Если у вас на уроке, вы там, например, какие-то упражнения, и вы ребенку разъяснили, что он должен сделать первое, второе, третье, а он какой-то этап пропустил, тут уже зона ответственности ребенка. Поэтому учитель физической культуры, в данном случае вы должны себя полностью обезопасить. В чем это проявляется? Вы должны по пунктам расписать, что ребенок должен сделать. И правила технику безопасности. Каждый урок начинается с техники безопасности. 2-3 минуты там показали слайд, или пока готовитесь к уроку, слайд должен висеть, и ознакомить родителей. По поводу интернета я вам отвечу так, как нам сегодня ответили коллеги с Федерации. Это вопрос, на который никто вам сейчас не даст ответа. Кто предоставит бесплатный доступ к интернету как преподавателям, так и ученикам. Коллеги, вот сложилась такая ситуация, когда мы вот в таком режиме работаем. Поэтому сейчас, я говорю, вот моя школа в онлайн будет позволять просматривать уроки таким образом. Ну и я знаю, что педагоги с образовательных организаций других регионов Российской Федерации, они тех детей, у кого нет интернета, они либо в режиме телефонной связи, СМС-оповещения, либо вот каким-то таким образом на теоретическое освоение предмета уходит. Что, коллеги, я очень надеюсь, что, да, запись будет выложена в видеозале Института развития образования. Ссылочку я вам дала. Фактически вот она, еще одна ссылочка, которая позволит вам найти Алина, хороший вопрос. Нужно связаться с модератором. Если не получится, вы мне перезвоните, я смогу вам ответить на этот вопрос. Андрей Васильевич только говорила об этом, что, скорее всего, да, потому что дистанционная форма, действительно, если у вас там, не знаю, прыжки в длину или метание диска, мяча, всего чего угодно, понятно, что вы этого дома делать не будете, и вы должны будете одни дидактические единицы заменять другими.
Артем Олегович, честно, не знаю. Правда, не знаю, потому что, можете детям, опять-таки, же дать задание через родителей, через классных руководителей, дать задание изучать самостоятельно, либо же реферативная часть. СПО уже сказала. Презентацию вы найдете сегодня ближе к вечеру, потому что сейчас мы скачаем ее из ProofMe, загрузим на видеозал и там же приложим, соответственно, презентацию. Наталья, попробуйте зайти еще раз через видеозал, вам будет все видно и слышно. Так, по всем вопросам, возникающим, и, коллеги, у кого возникли какие-то сложности, пишите тогда, пожалуйста, на электронную почту по просьбе Алины, я ее вам сейчас здесь в чате напишу. Да, присылки будут. Собака. Майл. Криро. Что, коллеги, если в основном... Если возникают какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Дистанционный метод будет работать только с ответственными учениками, родителями, остальные учащиеся будут без внимания, не будут принимать в этом участие. А если вы их заставите, наверное, будет не очень хорошее слово, смотивируете на это. Каким образом? Представлять фотоотчет, видеоотчет. 21 век на дворе, в основном у людей худо-бедно телефоны с фотоаппаратами, встроенными фотокамерами, поэтому сложностей, я надеюсь, не должно возникать. Поэтому просите у них регулярно отчеты, и, соответственно, не будет нам всем с вами счастья. Итак, коллеги, если есть какие-то вопросы, электронную почту я вам указала, телефончик также указан. Звоните, пишите. Всего доброго. До свидания.